главное, вот будем вспоминать, что сказал я вот на 80 лет, он сказал, всем хватит. Пускай каждый думает, кому здесь чего хватит. Алексей Владимирович, я, поскольку уже много чего сказал, и я хочу сказать вам, что помимо тех слов добрых, которые вам были высказаны здесь, научных и самых разных, вы являетесь морально-нравственным авторитетом, эталоном. Вы, если говорить оптимистично, не уходящая натура. Не уходящая в том смысле, что без вас, без таких, как вы, а вас очень мало, ничего не будет. Очень многие люди берут с вас пример. Очень многие люди хотят быть такими, как вы. Не у всех получается, это очень трудно. Даже по сегодняшнему фильму, по этим фотографиям, все могли еще раз увидеть и сообразить, насколько чиста, прозрачна, понятная у вас жизнь. Вы человек, на которого очень многим, и мне в частности, хочется быть похожим. Вы, конечно, на недостижимом уровне находитесь с точки зрения эволюции, по сравнению со всеми с нами. Вы специально писали об этом книги, чтобы все поняли, где вы и где мы. Но тем не менее, я хотел вам сказать, что поскольку мы все-таки разумные существа, не все, но мы хотим быть такими, как вы. Мы вас любим и уважаем. Еще я хотел вручить вам адрес. Вот. Я его не буду зачитывать, только всем покажу. Это уже в части официальной программы. Хочу, что главный город теперь в России, как вы знаете, Санкт-Петербург, вовсе не Москва. Понимаете, потому что все оттуда, да? Все же оттуда. Там в связи с вашим 80-летием произошло дикое возбуждение. И оно выразилось в том, что не сдержался председатель собрания законодательно, но он не смог выдержать, его охватило дикое возбуждение. И он подписал вам поздравительный адрес, который я вам вручаю. Григорий Алексеевич, ваши слова, в общем, то, что вы сказали, накладывает на меня слишком большие и тяжелые обязательства. Я не могу, это невозможно, это не для меня. Я не такая икона, как вы меня написали. Все, можете выпить и забыть об этом. Давайте чокнемся. Все. Я старался. Ну, вы понимаете, все время шутки.